благодаря поддержке наших партнеров, фонда Мельниченко и нашим соорганизаторам правительства Республики Саха-Якутия, лично Алексею Сергеевичу, Северного форума все проходит очень удачно, динамично, и самое главное, отставания графиков нет. Всего за эти 4 дня запланировано действительно очень много площадок, обсуждений, круглых столов. Их будет более 60, мы даже нам придется уменьшить, да, и очень благодарю тех людей, которые очно приехали, их более 200. Отдельное спасибо нашим соорганизаторам из АГИКИ, для них это впервые, да, у них они представили свои площади, да, и там по креативной индустрии очень серьезные, глубокие обсуждения тоже идут. Ну, все удачно, все динамично, успехов всем. И, надеюсь, на основе решения этого форума мы будем еще улучшать нашу работу в планах развития арктической территории и северных территорий. Северный форум с самого начала своей истории, с 1991 года, служит практически как экспериментальная площадка новых идей, инноваций, технологий и так далее. И молодежный Северный форум мы видим как объединение будущих лидеров регионов, стран, международных организаций. Мы должны их воспитать в этом духе. Нужны люди созидательного плана, нужны патриоты. И очень приятно, когда молодежь сама говорит, мы должны воспитывать молодежь в патриотическом духе. И в рамках форума мы еще создаем ассоциацию школ Северного форума. То есть дел очень много, нужны молодые силы, а мы, как старшее поколение, передадим им свой богатый, надеюсь, опыт. Очень здорово, очень приветливые люди, очень хорошие, интересные выступления, потому что когда ты приезжаешь из Москвы, тебе все время кажется, что это какая-то очень сложная тема, климатическое регулирование, и тебе очень долго нужно будет рассказывать, для чего это нужно людям. И вот сегодня я услышала и от представителей министерств, и от представителей банков о том, что все понимают необходимость, важность, все готовы участвовать в реализации климатических проектов, все понимают, что это действительно необходимо населению, и это облегчает, во-первых, работу выступающего, а во-вторых, ты понимаешь, для чего ты работаешь, для чего мы ездим, рассказываем и привлекаем внимание к этому вопросу, и почему компании действительно реализуют климатические проекты. Провели сессию по климатическому регулированию. Тема весьма актуальная для нашей республики. Мы последние годы все наблюдаем, как изменение климата влияет на нашу текущую жизнь. Мы наблюдаем, как из года в год пожары растут в нашей республике. Безусловно, все это связано с изменением климата. В республике, на самом деле, эта работа проводится. В 2018 году был принят закон нашей республики об охране вечной мерзлоты. В 2022 году утвержден план мероприятий адаптации к изменениям климата в нашей республике. И буквально в этом году принят указ главы республики об экологическом благополучии. Мы сегодня послушали опыт наших коллег с Сахалина. Сегодня поступило предложение от МГТУ имени Баумана о дальнейшем сотрудничестве. Безусловно, рады будем принять их предложения и дальше совместно проработать климатические вопросы в нашей республике совместно с МГТУ имени Баумана.